Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. Как мы обещали в прошлой передаче, сегодня у нас обзор по вашим вопросам. И со мной вместе в студии присутствует начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Промышленникова Светлана Вадимовна и руководитель группы социальных выплат Козлова Галина Николаевна. Вопросов поступило достаточно. Возможно, мы на все сегодня не успеем ответить, но мы продолжим эту тематику в следующих передачах. Наиболее часто задаваемый вопрос на сегодняшний день – это вопрос по сельской надбавке. Светлана Вадимовна, пожалуйста, еще раз расскажите телезрителям, кто имеет право на эту надбавку. Право на получение повышения за сельский стаж имеют неработающие пенсионеры по старости и по инвалидности, проживающие в сельской местности и имеющие сельский стаж не менее 30 лет. Что включается в сельский стаж? В 30 лет стажа на селе включаются периоды работы в сельском хозяйстве, растениеводство, животноводство, рыбоводство в должностях, указанных в списке. С 1 января 2019 года произведен перерасчет по сельской надбавке тем пенсионерам, у кого имеются документы в выплатном деле. Каков размер надбавки, Светлана Вадимовна? Размер повышения у пенсионеров, получающих пенсию по старости, составляет 1333 рубля 55 копеек, а у пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности третьей группы, 666 рублей 78 копеек. В силу каких-то определенных обстоятельств пенсионер прописан в городе, а проживает в сельской местности. Вот как быть здесь в этом случае? Будет ли установлена надбавка? Да, надбавка такая будет установлена в том случае, если пенсионер подтвердит свое фактическое место проживания в сельской местности. И выплаты пенсии ему также будет производиться в сельской местности. Зависит ли установление вот этой надбавки от факта работы пенсионера? Да, установление этой надбавки зависит от факта работы. Как я уже сказала, надбавка выплачивается неработающим пенсионерам. Если все остальные условия соблюдены, то в случае увольнения пенсионера с работы ему будет установлено повышение. Если пенсионеру установлено повышение и он устраивается на работу, тогда выплата такого повышения будет прекращена. На сегодняшний день есть случаи, когда у пенсионера не хватает, будем говорить, полгода, год стажа работы для того, чтобы установить эту надбавку. Светлана Владимировна, вот есть ли возможность доработать этот стаж для того, чтобы получить сельскую надбавку? Да, конечно, такая возможность есть. Если, допустим, у гражданина на сегодняшний день не хватает сельского стажа, и он продолжает работать в сельскохозяйственной организации в соответствующей должности, то при достижении сельского стажа 30 лет он может обратиться с заявлением в пенсионный фонд, и ему будет произведено установление повышения за сельский стаж. Ну и еще один вопрос. С какого срока пересчитают пенсию, если будут представлены дополнительные документы о сельскохозяйственном стаже, имевшем место до 2019 года? Если пенсионер представит документы о работе в сельском хозяйстве, например, в школьные годы, которые он не предоставлял при назначении пенсии, в течение 2019 года, то установление надбавки будет произведено с 1 января 2019 года. Светлана Владимировна, спасибо. На сегодня вопросы по сельскому стажу у нас закончены, и мы сейчас перейдем к другому блоку вопросов. И один из часто задаваемых вопросов – это вопрос о перерасчете пенсии тем пенсионерам, кому установлена федеральная социальная доплата. Галина Николаевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как мы уже говорили ранее, федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим пенсионерам, чей доход не превышает величины прожиточного минимума по Чувашской республике. 1 апреля 2019 года был подписан федеральный закон 49, в котором были внесены изменения в порядок подсчета размера федеральной социальной доплаты к пенсии. И теперь при подсчете суммы материального обеспечения пенсионера, пенсии и ежемесячная денежная выплата будут учитываться без индексации текущего года. Ранее при проведении индексации пенсии и ежемесячная денежная выплата сравнивались с прожиточным минимумом по Чувашской республике. И, соответственно, увеличивалась пенсия, уменьшалась федеральная социальная доплата к пенсии.
Принятый закон предусматривает увеличение размера пенсии сверх прожиточного минимума на сумму индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Галина Николаевна, скажите, пожалуйста, в какие сроки будет проведена указанная доплата к пенсии? Законом определено, что указанная доплата должна быть произведена до 1 июля 2019 года. Также с 1 июля у нас меняется сумма компенсационной выплаты за уход. Галина Николаевна, пожалуйста, какие категории сюда относятся и размер новой выплаты? С 1 июля 2019 года сумма компенсационной выплаты за постоянный посторонний уход устанавливается в размере 10 тысяч рублей следующим категориям граждан, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, либо инвалидами с детства первой группы, это родители, либо усыновители этих детей-инвалидов, и опекуны, которые осуществляют уход за инвалидами с детства первой группы. Сейчас эта выплата составляет 5500 рублей. С 1 июля это будет 10 тысяч. Да, Галина Николаевна? Да. Спасибо. С 1 января 2007 года, согласно законодательству Российской Федерации, Управление Пенсионного фонда выдает сертификаты на материнский семейный капитал. В городе Канаш и Канашском районе более 6 тысяч семей получили такие сертификаты, и более 56% уже использовали эти средства. Галина Николаевна, вопрос от всех семей, кто еще не использовал сумму сертификата, не вложил их никуда, по какой срок они должны использовать эту сумму? Правоотношения, возникшие в связи с рождением второго, третьего и последующих детей, продлеваются до 31 декабря 2021 года. Галина Николаевна, в какие сроки мы принимаем решение о выдаче сертификата? В соответствии с законодательством решение о распоряжении средствами материнского семейного капитала принимается в 30-дневный срок, календарный. А перечисление средств материнского семейного капитала происходит в 10 рабочих дней с момента принятия решения. С 1 января 2018 года законодательством принято новое направление расходования средств материнского капитала. Это ежемесячная денежная выплата. Да, Галина Николаевна? Да. Пожалуйста, кто имеет право на эту выплату? В соответствии с законодательством право на получение ежемесячной выплаты за счет средств материнского семейного капитала имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, у которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен ребенок гражданин Российской Федерации. И следующее условие – это средний душевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике за второй квартал предшествующего года. Она составляет в 2019 году 13 872 рубля. Спасибо, Галина Николаевна. На сегодняшний день вопросы по этому направлению тоже исчерпаны. Ждем вопросов от вас еще для следующих передач. С 1 апреля 2019 года новый федеральный закон предусматривает замену страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на справку. Справка может быть получена в электронном варианте, либо в управлении пенсионного фонда или в многофункциональном центре. Страховые свидетельства дальше продолжают действовать, но при новой регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, либо при утере страхового свидетельства будет выдаваться справка. Выдача справки никак не отразится на формировании пенсионных прав застрахованных лиц. Дорогие телезрители, спасибо за ваши вопросы. Ждем новых вопросов на телефон 2 18 54. До новых встреч!